Всем привет, я Валентина Варламова, автор проекта «Из первых уст». И в этом выпуске мы еще раз убедимся в том, что случайности не случайны, и даже случайное знакомство может перерасти в доброе сотрудничество. Уважаемые зрители, желаю вам приятного просмотра. Обязательно подписывайтесь, оставляйте свои лайки и комментарии. Всем добрый день, меня зовут Виктор Валсуниязовна, я заведующий детским садом номер 7, который называется Алтын Хаял, Золотая мечта. Я молодой руководитель, мой управленческий стаж всего 4 года, хотя в дошкольном образовании я уже более 11 лет. Я была воспитателем, я была старшим воспитателем, и теперь я заведующая. Я вообще по основному образованию я учитель турецкого и английского языка. Но когда у меня родились дети, первый ребенок непосредственно, я попала в детский сад очень случайно, вместе с ребенком, можно сказать, и стала воспитателем. И вот с тех пор, вот уже более 11 лет, я работаю в детском саду. Мой путь начинался в группе, обычным воспитателем. Поработала я, конечно, немного, 2 года воспитателем. И далее меня повысили на следующий этап. Я стала руководить всеми воспитателями, я стала старшим воспитателем. Уже отвечала за воспитательно-образовательную деятельность всего детского сада. Проработала я 5 лет старшим воспитателем. Далее меня поставили руководителем, заведующим функционирующий детский сад. Маленький, 6-групповой, но достаточно новый. И буквально проработав тоже около 2 лет, мне предложили участвовать в грандиозном проекте, который сейчас называется Алтын Хаял, Золотая мечта. Я участвовала в строительстве детского сада, который был построен и начал функционировать в 2020 году. Это был огромный опыт, потому что если посмотреть на этот детский сад, он действительно как мечта. Он большой, современный. Здесь 18 групп, что не очень традиционно, так скажем, для детских садов. 18 групп таких детских садов почти не существует. Сейчас их 3 в Казани. Вот здесь уникальный проект. Здесь было все создано совместно каким-то с моими идеями и плюс с идеями, конечно же, управления образованием, нашей администрации и профессиональных архитекторов. Уникальность – понятие такое неоднозначное, так скажем, да, и каждому, наверное, руководителю, да, у каждого руководителя должна быть какая-то фишка, какая-то уникальность, потому что мы сейчас живем в таком конкурентном таком обществе, где каждое учреждение должно иметь свою уникальность. И я как молодой руководитель, конечно же, работаю над этим вопросом, и нам очень повезло, когда 4 года назад я пришла именно в Кировский район города Казани. У нас очень классная администрация во главе Сергеем Александровичем Мироновым. Он сам очень креативный, и все предприятия, все организации, которые вновь открываются, они все очень уникальны и со своей определенной концепцией. И здесь мы строим свою концепцию на том, что мы учим детей мечтать. Потому что именно дошкольники умеют масштабно мечтать без всяких рамок. И ведь вчера мечта, завтра цель, а потом все реальность. И мы надеемся, что дети у нас с детского сада уходят с той золотой своей мечтой. Мы заветную мечту назвали золотой. И далее уже в школе мы передаем их учителям, и вот там учителя будут учить их ставить цели и достигать этих целей уже со взрослыми качествами. И здесь в новых детских садах мы работаем очень над командообразованием. И мой первый принцип – это человекоцентризм. Я очень люблю это понятие и строила все эти годы свою работу с командой именно на принципе человекоцентричности. И если говорить многие уникальность и успех, да, может, они где-то рядом ходят. И многие руководители хотят быть успешными. Для меня слово «успех», «успешный руководитель», я задумалась над этой фразой, и слово «успех» можно разобрать по каждой букве. Сказать, на каждую букву подобрать определенную ценность, из которой выстраивается, так скажем,
уникальность, успешность. Вот я как руководитель, успех. У – это уважать. Очень важно уважать каждого своего сотрудника, видеть в них личность. Сотворять. Очень важно вместе с командой творить. А когда вместе творишь, это как раз получается сотворять. Успех, да, П. Побеждать. Очень важно всегда вести свою команду к победе. И не только победа в конкурсах, но и иногда, когда мы работаем над сильными, слабыми сторонами своего сотрудника, и когда у него получается победа, это тоже победа, да, поэтому тут слово «побеждать» это и мы ведем к победам каждого сотрудника и, конечно же, всю команду. Дальше, успех, единить. Очень важно работать над командообразованием, над единением команды. И очень важно, еще такой важный приоритет мой, и ценность, и секрет, так скажем, это хвалить. Очень важно каждого сотрудника хвалить, даже за маленькие его какие-то победы, маленькие успехи, так скажем. Вот из этого всего складывается, из слова «успех» складывается моя работа с командой. Может быть, в этом во всем я не произнесла какой-то уникальности, но, наверное, где-то про уникальность нужно спросить команду, да, они смогут ответить, в чем наша уникальность. Я считаю, что обязательно каждый человек должен знать свой родной язык. И, конечно же, мы это прививаем, учим этому с дошкольного детства. Наш детский сад – билингвальный детский сад. Здесь обучение и воспитание проводится на 2 языках государственных, на татарском и на русском языке. И татарский язык делится, то есть мы обучаем как родному для детей татар и как второй язык для русскоязычных детей. Мы большое внимание уделяем этому, и вот сейчас мы находимся, так скажем, в такой рекреации, где представлены все народы Поволжья, информация о них, мини-музей. Проводим очень много различных мероприятий в данном направлении. Что было примечательным, так скажем, уникальным для опыта нашего детского сада, это в том году мы провели, уже 2-й год, вернее, даже проводим, межрегиональный онлайн-конкурс чтецов, который называется «Куңелем сейленнере», то есть стихотворение на татарском языке. Участвовали с разных регионов России, был онлайн-конкурс, и далее мы здесь, в детском саду, организовали церемонию награждения победителей, приехали и с районов Татарстана, и с регионов, было очень большое мероприятие, и педагоги, участвовали в них педагоги, родители, они писали авторские стихотворения про родной язык, про родную культуру, про наш край. Было очень уникально, был такой очень уникальный опыт. И, конечно же, проводим наши внутренние мероприятия по традициям татарских народов Поволжья. Вот, например, у нас есть уникальная наша тоже традиция детского сада. Это Алтын Хаял Фест. Каждый год в конце августа, когда заканчивается летний период и перед началом учебного года, мы проводим данный фестиваль. Фестиваль, он для родителей, для семей наших воспитанников и для семей наших сотрудников. Этот фестиваль проходит на территории детского сада, где очень много различных активностей мы проводим, мастер-классы, аквагрим. Ну вот все, что вы можете увидеть на каких-то городских мероприятиях, в мини-варианте мы проводим на территории детского сада. И каждый фестиваль мы посвящаем определенной теме. И вот, например, в том году он был посвящен Году культур и национальных языков. И в этом году, например, мы посвятили это мероприятие Году педагога и наставника. И были различные, в концертной программе были различные выступления на эту тему. В нашем детском саду есть традиция ежегодно проводить конкурс родительских комитетов. Потому что это объединяет, и родители немножко забываются о их ежедневной деятельности. Мы проводим различные конкурсы и вручаем самому лучшему родительскому комитету вот такой кубок. В том году вот у нас 11-я группа
мы провели квиз для родителей. И 11-я группа завоевала этот кубок. Этот кубок переходящий. Каждый год мы его передаем самой лучшей группе, к самому лучшему родительскому комитету. Безусловно, дети получают воспитание в семье, поэтому они отчасти, конечно же, являются зеркалом. Но все, что они видят в семье, то и они транслируют во внешний мир. Поэтому и по закону ведь в образовании родители ответственны за воспитание и развитие детей. Поэтому все, что очень важно, все, что вкладывается в семьи, это очень важно. А мы, образовательные организации, помогаем только родителям, конечно же, в воспитании и развитии детей. Поэтому, да, я согласна с этим выражением. Однако вот сейчас мы, работая с родителями, говорим, что очень важно не свои какие-то мечты в детях осуществлять, а важно развивать таланты непосредственно своего ребенка, видеть его сильные, слабые стороны и работать именно в данном направлении, понимать, что он не ваша копия, не ваше, вот как можно даже сказать, зеркало, а что-то, это совсем уникальная другая личность. И очень важно, чтобы родители это понимали и выбирали дополнительные, может, услуги, детский сад по концепции, да, определенный. Это очень важно. Знаете, я очень люблю женщин, я очень люблю женскую энергетику, поэтому я бы не сказала, что сложно работать в женском коллективе, хотя работать везде сложно. Поэтому если ты будешь открытой, и если ты будешь с драйвом, если ты будешь с такой сильной энергетикой, я думаю, что мужчины, что женщины в любом случае будут идти за тобой. А вообще очень важно быть лидером в каждой работе. Поэтому здесь у нас реально вот 70 сотрудников, почти все женщины, и в принципе я бы не сказала, что сложно. Все нормально, все реально. Человечная, креативная, добрая. Конечно, переживаю. Мне кажется, каждый руководитель переживает. Но я всегда очень рада за тех, кто находит свой, другой путь. И всегда каждого сотрудника благодарю за тот период, который они были здесь, за ту энергию, которую они отдали в нашей команде. А если человек видит какой-то другой путь, и он хочет развиваться в том пути, я всеми силами стараюсь помогать этим сотрудникам, может, каким-то словом, может быть, я могу где-то помочь, да, устроиться в другой организации, потому что каждый человек должен работать там, где он хочет, и там, где он себя видит, там, где он видит свое развитие. Я думаю, каждому педагогу развиваться нужно и работать над самообразованием ежедневно. И конкурсы профессионального мастерства – это вот один из способов, и один, я даже сказала бы, шикарнейших способов повышения профессионального мастерства. Педагог выходит за рамки, видит других педагогов. Даже если он не одержал победу, он получает колоссальный опыт. Это нетворкинг. Он знакомится с коллегами, далее с которыми он продолжает общаться. Они делятся далее опытом. Даже если в профессиональных конкурсах всероссийского уровня, то есть они и онлайн сейчас могут общаться. Это просто огромные возможности, когда ты участвуешь в профессиональных конкурсах. Ты после любого профессионального конкурса на работе начинаешь совершенно по-другому относиться и к работе, и к своей деятельности. Например, я в этом году участвовала в конкурсе «Педагогический дебют» в номинации «Молодые руководители дошкольных образовательных организаций». На самом деле целью, почему я поехала вот на конкурс, показать своей команде своим личным примером, что участвовать в профессиональных конкурсах надо. И то, что я одержала победу, это было здорово именно для того, чтобы показать команде, что все возможно. И не только я их прошу, да, развиваться, участвовать в конкурсах, но и показала это, как я повторяюсь, своим личным примером.
Во-первых, опыт участия в таком конкурсе высокого уровня, всероссийского уровня. И теперь у меня есть более 10 коллег, 10 коллег, заведующих с разных регионов России, с которыми мы до сих пор общаемся, делимся опытом. Мы даже уже успели провести телемосты с детьми. Например, с Бурятии они со своими детьми, мы с нашими детьми показывали татарские танцы, они показывали бурятские танцы. И для детей был уникальный опыт, и для педагогов вот уже такой первый шаг, опыт и возможность, которую я получила на данном конкурсе. Конечно же, опыт публичных выступлений. Публичные выступления для руководителей очень важны. И это было неким таким испытанием получить от компетентного жюри оценку своих профессионального мастерства в плане публичного выступления. Конечно же, презентация уникальности опыта учреждения и опыта руководителя. Наставник в жизни педагога – это очень важное лицо, и я считаю, что у каждого педагога должен быть наставник, потому что его путь будет намного легче, чем он может быть. В моей жизни у меня было несколько наставников, я их называю учителей, даже не только профессиональные, но и учителями моей жизни. Первый мой наставник именно в дошкольном образовании был мой первый руководитель Мустаева Ольга Кирилловна, моя заведующая. Я пришла в этот детский сад воспитателем, далее через 2 года стала ее заместителем, и именно с ее подачи я вообще познала дошкольный мир, так как я учитель, да, я не работник сферы дошкольного образования была, и она всему научила, всему, чему сама умела, научила и очень быстро. Вот смысл иметь наставника, ты можешь научиться всему намного быстрее, если прислушиваться, если рядом будет с тобой наставник, который ведет тебя за руку. Далее, когда я стала руководителем, я также тот опыт не забывала, помнила о нем. И мой следующий наставник, который я бы хотела озвучить, это сейчас она работает заместителем начальника управления образования, это Уразова Эльмира Мансуровна. Это тот человек, с которым мы строили, можно сказать, этот детский сад, который везде сопровождала и до сих пор уже сопровождает все казанское образование. Я очень благодарна этим 2 наставникам. И какая я сейчас, во многом большая их заслуга. Спасибо огромное. И в год педагога-наставника я везде хочу озвучивать эти имена. Честь и уважение им. Спасибо огромное. К выбору детского сада, конечно же, нужно подойти очень осознанно, и нужно обратить внимание на... Сейчас все детские сады работают со своей определенной концепцией. Обратить на то, по какому направлению работает детский сад углубленный, и если то направление интересно, чтобы вы развивали в вашем ребенке, можно именно выбирать по этому принципу. Но, конечно же, большинство родителей выбирает детский сад по приближенности территориально к дому, да? Но это ничего страшного, потому что в каждом детском саду, на самом деле, мы развиваем детей разносторонне. По разным направлениям вы сможете выбрать и дополнительные услуги. А обязательно дошкольное образование вы получите в любом детском саду, и выбрать определенного педагога вы уже, если вдруг как-то можете внутри самого учреждения. Поэтому каких-то отдельных секретов, какой детский сад хороший, какой плохой, наверное, это судить родителям. Я считаю, что не существует плохих детских садов. В каждом детском саду есть своя уникальность. И вот такое счастье, детский смех. На этот вопрос ответить, конечно, нелегко, потому что в дошкольном образовании я, можно сказать, случайно пришла со своими детьми, но весь тот опыт, который я прожила за эти 11 лет, я ему очень благодарна. И пока я вижу себя в дошкольном образовании, я работаю и делаю все на этом месте, сегодня уже на месте руководителя. И я прошла такой путь от самого начала в дошкольном образовании и, скажем, до самого конца, не хочется говорить, да, на самого наивысшего уровня. И мне очень нравится сейчас работать, создавать условия для всех, для родителей, для детей, для сотрудников. Пока я считаю, что я на своем месте. А как будет дальше, жизнь покажет.
своей работе я не люблю документацию. Я не очень люблю делать бумаги различные, да, но, естественно, мы их делаем хорошо, но так как я человек творческий, немножко мне это в начале пути было сложно. Но, конечно, сейчас я этому научилась, и сейчас есть те люди, которые помогают руководителю, да, в документации, а у руководителя уже есть побольше времени творить, придумывать новые проекты. Вот этот момент я не люблю. Все видеть, вот что происходит вокруг. То есть у меня огромный детский сад, и я бы, например, если говорить о работе, одновременно знать и видеть, что происходит везде. Выходные дни я люблю проводить с семьей. У меня 2 детей, 2 мальчиков, потому что в будни не всегда есть время уделить своему любимому человеку, своим детям. Мы очень много времени проводим вместе, и это мой ресурс, это мое наполнение, когда мы вместе. И, конечно же, я очень люблю проводить время и одна, поэтому выходных 2, и я нахожу и на то время. Это набережная, которая очень красивая, и там вот как раз-таки, когда ты хочешь провести время один, прогулявшись там, ты столько идей придет в голову, и ты так отдохнешь. Очень люблю нашу набережную. Никто не сказал вам, что будет легко, но это стоит того. Сложно только первый год, потом, конечно, тоже нелегко, но если идти с драйвом, с энергией и в голове, и думать, что у тебя получится, ну, обязательно все получится. И обязательно, конечно, обращать много внимания на команду, потому что руководитель без команды как птица без крыльев. Когда меня назначали на должность руководителя, мне сказали всего одну фразу, которая является сутью человекоцентричности и до сих пор помогает мне быть успешным руководителем. Эта фраза «важен каждый». Важен каждый родитель, важен каждый ребенок, важен каждый сотрудник. Дорогие зрители, благодарю за просмотр. Обязательно подписывайтесь, оставляйте свои лайки, комментарии. Делитесь ссылкой на выпуск со своими друзьями и коллегами. До новых встреч!